Моби – это обучение и развитие детей в игровой форме. Играть можно одной или двумя руками, равномерно развивая функции обеих рук. Сюжеты игр побуждают детей совершать многократные произвольные движения, во время которых тренируются моторные навыки, развивается координация и диапазон движений. Эмоциональная вовлеченность в процесс игры создает благоприятные условия для усвоения учебного материала. Ребенок управляет игровым сюжетом с помощью цветных шариков. Калибровка в начале занятия адаптирует систему под индивидуальные возможности ребенка. Комплексы Моби предоставляют широкие возможности специалистам для проведения обучающих и развивающих занятий с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Для коррекционной и профилактической работы специалисты используют разнообразные методы. Одним из таких интересных методов и приемов является работа с зеркалом. Мы усовершенствовали этот прием, разработав тренажер. Интерактивная программа и современное оборудование представляют больше возможностей, делая занятие разнообразным и интересным, а также дает возможность специалисту следить за прогрессом работы. Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк Леонардо» оснащен методическими рекомендациями и руководством пользователя, в которых подробно описана работа с методикой и программным обеспечением. Неотъемлемой частью тренажера является графический планшет со стилусом, который входит в состав методического набора. Программа позволяет создавать индивидуальную карточку для каждого ученика или использовать демо-режим. Задания программы разделены на блоки: тестирование, знакомство с планшетом, работа за зеркалом, работа на листе. Графический планшет – это новое и еще непривычное устройство для ученика. Его особенностью является то, что след от пишущего пера остается на экране монитора, а не на поверхности планшета. Для того, чтобы сделать знакомство с планшетом максимально простым, можно предложить ученику обвести рисунок на листе бумаги. Изображение будет появляться на экране. Далее можно предложить ученику дополнить или раскрасить рисунок, глядя на экран монитора. После нескольких ознакомительных занятий можно переходить к основному блоку «Работа за зеркалом». В заданиях этого раздела экран как бы является зеркалом, благодаря чему происходит инверсия направления движения руки и отображение следа пера на экране. Задания раздела «Работа на листе» дополняют программу и позволяют снова переключиться на привычную работу или подготовить руку к письму. У ученика снова тренируется координация глаз-рука. Формируется новый двигательный стереотип и автоматизируется правильное написание букв. Работа в индивидуальной карточке позволит сохранять и отслеживать процесс коррекционной работы.
Для проведения коррекционной работы необходимо создать индивидуальную карточку ученика. Специалист может внести сюда важные для себя данные, отметить результаты обследования и тип дисграфии. Каждый раздел имеет структурированный порядок заданий, представленных по степени усложнения. Всего в программе свыше 500 различных заданий. Нажимаем «Начать» и переходим к выполнению заданий. Дождь идет. Некоторые задания программы выполняются на слух и озвучены профессиональными актерами. Мальчики ловят рыбу. Программа фиксирует все правильные и неправильные действия. После каждого задания появляется поле для примечаний специалиста. Некоторые задания выполняются при помощи цифровой шариковой ручки, входящей в комплект методического набора. При этом текст, записанный учеником в тетради, дублируется в программе. После выполнения задания компьютерная программа «Море словесности» показывает ученику допущенные ошибки в написании букв и элементов, отдельно отмечая ошибочно написанные и недоведенные элементы. При необходимости специалист может внести изменения в эти исправления. Тренажер зрительной координации и внимания по движению глаз «Колибри». Занятия с тренажером «Колибри» направлены на развитие зрительной концентрации и слежения, зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительной координации и сканирования, когнитивной гибкости, развитие пространственного мышления. Занятие проводится перед компьютером, на монитор которого крепится устройство регистрации взгляда. Форма проведения занятий индивидуальная. Количество занятий от 15 до 25. Время проведения от 10 до 45 минут. Обучение и коррекция достигаются за счет реализации технологии биоуправления. Прибор регистрирует положение взгляда, которое обозначается на экране специальной меткой, а сигналом обратной связи служит изменение объектов игры. Цель игры раковины – тренировка зрительной детекции и фиксации. При удержании взгляда на объекте запускается таймер, который исключает случайный захват объекта. Игра «Лото» основана на классической игре и является отличной тренировкой визуального сканирования и сопоставления объектов по общему признаку. Игра «Краб» направлена на тренировку навыков зрительной координации типа слежения. Основная задача в игре – наблюдать за перемещающимся крабом и собирать жемчужины. Основная задача игры «Таблицы» – запомнить расположение фруктов, а затем по памяти вернуть их на свои места. Эта игра тренирует память, а также навыки зрительной координации и визуального сканирования. Все игры сгруппированы в разделы: зрительная координация, сортировка, память, последовательность и поиск по образцу. Разнообразие сюжетов и игр делает тренажер интересным для пользователей любого возраста и позволяет гибко настраивать процесс тренировки. Колибри можно использовать как эффективный тренажер для развивающей и коррекционной работы с детьми, начиная с 5-6 лет.
Входящие в программу игры обеспечивают высокую мотивацию к занятиям у детей школьного возраста с проблемами обучения. Тренировки «Колибри» будут полезны и взрослым. Упражнения способствуют повышению работоспособности и внимательности специалистов различных профессий. «Колибри» – уникальный тренажер для программ продления возраста эффективного социального функционирования.